Я Саитова Рамиля. Сегодня 24 октября 2019 года. В этой серии видео я рассуждаю о том, имеет ли право Москва, которая находится за 1500 километров от Башкортостана, принимать решение о передаче в разработку для производства соды священного башкирского Шихана Куштау. При этом известняк, который хотят добывать из Шихана, при производстве соды легко и даже более рентабельно заменить углекислым газом. Однако Москва нас не слышит. В первой и второй части настоящей серии видео я говорила уже о том и привязала вот данный вопрос к федеративному договору, который был заключен 31 марта 1992 года. Субъектами федеративного договора являются самоуправляемые народы со своими территориями. Вот эти субъекты, встречаясь для заключения федеративного договора, учреждают тот самый союз, ту самую федерацию. В Москве встретились 85 субъектов, которые вместе со своими территориями, именно они все вместе составили территорию Российской Федерации. Исключением явились Татарстан и Чечено-Ингушетия. Итак, первая функция федеративного договора – это учреждение федерации, в данном случае Российской Федерации. Вторая функция учредительного договора – это вот эти вот субъекты договариваются о том, какие функции они передадут в будущий союзный орган, вот в будущую федерацию. То есть это делегирование полномочий. Причем полномочия какие? Те, которые выгодно передать союзному органу, потому что самостоятельно каждому из 85 субъектов Российской Федерации нести обременительно. Это в первую очередь защита территорий и, как правило, это, например, финансы. Финансово-кредитная политика также передается и была передана на уровень федерации. Третья функция учредительного договора – это формирование руководящих и контрольных органов. Так, это то, каким должен быть федеративный договор. На самом деле было не так. Для того, чтобы вспомнить, как это было, я воспроизведу преамбулу федеративного договора от 31 марта 1992 года. В одной из частей я уже говорила, фактически 3 федеративных договора, объединенных в единый. В данном случае я зачитаю преамбулу договора, который должен был состояться между республиками. Итак, мы полномочные представители федеральных органов государственной власти Российской Федерации и органов власти суверенных республик в составе Российской Федерации договорились о ниже следующем. Что здесь не так? Во-первых, федеральные органы власти – это те самые органы, которые должны быть сформированы вследствие заключения федеративного договора. Они никак не могут участвовать в его заключении, поскольку еще не определен порядок формирования, состав, компетенции руководящих органов, а они уже здесь, они заключают федеральный договор. Во-вторых, что здесь еще не так?
зачитаю, федеральные органы, представители федеральных органов государственной власти РФ и органов власти суверенных республик. То есть сторонами договора являются чиновники. Чиновники между собой заключили федеративный договор. Хотя, ну, это любому студенту правового факультета известно, что чиновники, они не являются субъектами прав, в том смысле, чтобы распоряжаться правами и обязанностями субъектов будущей федерации, ну, в том числе республик. Кроме того, напоминаю, федеральные органы заключили федеративный договор, федеральные органы власти Российской Федерации. Но данным федеративным договором она должна была быть только учреждена Российская Федерация. Она никак не может в нем участвовать, потому что ее нет. Она появляется, Российская Федерация, после того, как федеративный договор заключен. Поэтому ни Российская Федерация, ни тем более чиновники так называемых федеральных органов власти не могли принимать участие в заключении федеративного договора. Вот все это вместе говорит о чем? О том, что федеративный договор имеет непреодолимые правовые дефекты, которые делают этот договор недействительным, ничтожным. Он заключен неуполномоченными лицами, которые не являются субъектом прав, то есть чиновниками. И в составе сторон договора Российской Федерации, которая не могла никоим образом появиться в федеративном договоре, поскольку появляется после его заключения. И что у нас тут не так? У нас в договоре не определен порядок формирования и все прочее вот руководящих и контрольных органов. Почему так получилось? Вспомним, когда заключался федеративный договор. В годы распада Советского Союза СССР к власти пришел Борис Ельцин. Он на день подписания федеративного договора он являлся президентом и главой правительства Российской Федерации. Если бы федеративный договор был заключен согласно вот этим элементарным правилам логики и общепринятым нормам права, Ельцин потерял бы свои полномочия. После заключения федеративного договора необходимо было вот, в действительно по-настоящему провозглашенную, учрежденную Российскую Федерацию, учрежденную ее субъектами, необходимо было произвести избрание, либо назначение, это вот как решили бы вот субъекты в федеративном договоре, должен был быть сформирован новый руководящий орган. Но, скорее всего, например, посредством выборов. Не факт, что Ельцин был бы избран вновь президентом и главой правительства, если бы федеративный договор был заключен как положено и состоялись бы новые выборы. Поэтому Ельцин, вот как я вижу, поэтому он влезает в этот федеративный договор, влезает как в качестве так называемых федеральных органов государственной власти, которыми, видимо, являются президент и глава правительства, поскольку он совмещал две должности фактически несовместимые, то вот он назвал себя во множественном числе федеральными органами государственной власти. При этом это было, ну вот я вот, читая вот этот федеративный договор, я вижу, что кроется вот за нарушениями вот этих вот правовых процедур. Это
фактически насилие над сторонами, над действительными, реальными, настоящими сторонами договора. Хотя, еще раз вернусь к тому, что его заключили чиновники, то есть субъекты Российской Федерации, вот, настоящие, и те вообще субъекты, которые собрались для учреждения Федерации, они не присутствовали, присутствовали чиновники. Но и на них Ельцин оказал давление, как я вижу, поскольку исключил даже возможность обсуждения и принятия решений по вопросам об учреждении Федерации и о порядке формирования и составе руководящих и контрольных органов Российской Федерации. Вот в правовом смысле, может быть, не все это понимают. Вот, например, вот, человек творческий, наверное, так ему, наверное, можно было бы объяснить. Вот идет балет «Лебединое озеро», сцена, и в качестве действующего лица вот, в балет вторгается воровской пахан со своими мотивами, со своим лексиконом. Вот, но вот так примерно и выглядит, вот если читать непредвзятым взглядом и читать с точки зрения права, вот тот федеративный договор от 31 марта 1992 года. Из вот этих суждений что следует? Для нас самое главное это Шихан Куштау. Можно сделать вывод о том, что Российская Федерация в правовом смысле не создана. Поэтому решения существующих федеральных органов государственной власти Российской Федерации, их решения не являются общеобязательными. И для того, чтобы защитить Шихан Куштау, я вот как правозащитница, я вижу выход в том, чтобы требовать заключения нового, настоящего федеративного договора между субъектами, напомню еще раз, это не какие-то подневольные территории, это субъекты Российской Федерации, это самоуправляемые народы со своими территориями. Любой руководящий орган Российской Федерации является исполнительным по отношению к воле, вот 85 субъектов по отношению к воле субъектов Российской Федерации. Поэтому необходимо заключить нормальный, достойный, выдержанный в правовом смысле федеративный договор, где вот эти 3 пункта, по ним по всем пройти и принять такие решения, чтобы субъекты Российской Федерации не бедствовали, чтобы субъекты Российской Федерации были именно учредителями, достойными учредителями, которые самостоятельно принимают решения о своей судьбе и все вместе в совокупности о судьбе Российской Федерации, о ее земле, даже не ее, вот понимаете, да, нет, вот Российская Федерация это то образование, которое не наделено своей территорией, у него нет своего народа, это союз, это федерация. И руководящие органы, исполнительные органы, президент, глава правительства, они обязаны соблюдать интересы субъектов, интересы народов субъектов Российской Федерации.